Все-таки это оказалась клевета. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как скандальное событие с нашим соотечественником, которого разыскивал Интерпол, могло оказаться ложью со стороны правительства. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Родные молодого таджикского юноши, задержанного в Венгрии по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии, говорят, что его оклеветали. 26-летний Ибрахим Даниярзада был задержан 1 ноября сразу же после прилета из Украины в Будапешт. Суд города Будапешт выдал санкцию на его арест до декабря. Этот гражданин Таджикистана находился в международном розыске по линии Интерпол по запросу Душанбе, который обвиняет его в наемничестве и участии в боевых действиях в Сирии. Марьям Даниярзада, сестра Ибрахима, в беседе сказала, что ее брат никогда не был в Сирии, и обвинения, предъявленные властями Таджикистана, не имеют никакого основания. Ибрахим Даниярзада находится в списке лиц, которых Нацбанк Таджикистана подозревает в причастности к террористической деятельности. По словам Марьям, вся их семья, в том числе Ибрахим, на законных основаниях 7 лет проживали в Турции и никуда за это время тогда не выезжали. В 2016 году сотрудники МВД Таджикистана приехали в Турцию и предложили отцу сотрудничать с ними. Отец отказался, и они, вернувшись, объявили нас в розыск. У моего брата астма, ему постоянно требуется ингалятор для дыхания. Он все время лечится и никуда не выезжал, рассказала Марьям. Таджикские власти объявили в розыск не только Ибрахима Даниярзада, но и его родителей, брата и сестру. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, это политическая выгода для нашего правительства или действительно это боевик? Молодой человек. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Марьям Даниярзада, которая, как и ее брат, находится в розыске, говорит, что ее семья не имеет отношения ни к одной из запрещенных в Таджикистане групп и лишь работала в Турции. Ее брат несколько месяцев назад уехал в Украину, и там у него родился ребенок. По ее словам, 1 ноября Ибрахим хотел вылететь через Венгрию в Турцию, но был задержан. В сообщении суда говорится, что арестованный в апреле 2016 года выехал из Таджикистана сначала в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к террористической группировке «Исламское государство». Один независимый сайт написал 4 ноября, что задержанный гражданин Таджикистана воевал в Сирии против правительственных войск. На родине, по данным издания, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд в Будапеште 3 ноября рассмотрел и вопрос об экстрадиции задержанного в Таджикистана, однако он попросил не высылать его на родину. Теперь таджикские власти должны до декабря представить суду в Будапеште доказательства вины Ибрахима Даниярзада и участия его в войне в Сирии. Если вина Ибрахима будет доказана, то его содержание под стражей будет, скорее всего, продлено, а в противном случае он будет освобожден. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Не думаете ли вы, что власти заходят слишком далеко? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!